День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем сегодня. Якутия окутана лесными пожарами. Автопарк пожарных подразделений 3 районов пополнила новая техника. Как идет борьба с огнем. Вся страна поддерживает бойцов в зоне спецоперации. В Якутии продолжается пошив одежды для нужд СВО. Сразу несколько районов приняли участие в конкурсе. Дорога жизни Байкало-Амурская магистраль отметила свой полувековой юбилей, как отмечали праздник в Южной Якутии. А в Якутске продолжается масштабное строительство объектов микрорайона Звездный и Арктического центра эпоса и искусств. Работы проверил глава республики Айсан Николаев. Расскажем подробности. Она закрылась, но обещала вернуться. Завершилась международная выставка «Форум Россия». Масштабная экспозиция длилась 8 месяцев. Сколько человек посетили якутский стенд? Более 900 парашютистов и десантников тушат лесные пожары в Якутии. В сложнейших условиях пожары тушат около 400 сотрудников якутской базы авиационной охраны лесов, более 250 федеральной авиалесоохраны и свыше 280 парашютистов и десантников из Бурятии, Иркутской и Тюменской областей, Приморского края и Республики Коми. Они работают в каменистых россыпях, где поблизости нет даже маленьких ручьев. Всего с пожарами в Якутии борются около 2000 человек. Кроме авиалесоохраны работают спасатели, лесники и другие специалисты. Большую помощь продолжают оказывать и местные жители. Автопарк пожарных подразделений Верхневилюйского, Сунтарского и Татинского районов пополнила новая техника. На вооружение противопожарной службы поступили новые автомобили КАМАЗ с установленными пожарными лестницами и резервуарами для воды. Подробнее расскажем в сюжете. Многоэтажные жилые дома строятся не только в столице, но и в районах республики. В связи с этим автопарки противопожарных служб нуждаются в современной технике, которая в том числе помогает тушить пожары на 3-5 этажах жилых домов и административных зданий. Еще в начале 90-х такая спецтехника была только на вооружении столичных огнеборцев. Сегодня же ей укомплектовывают и районные пожарные части. У нас строятся высотные здания, с 3-й, 4-й, 5-й этажи у нас строятся. Вот самое именно вот такие техники нужны для спасения и для тушения высотных зданий именно спасения людей. Техниками можно использовать как в виде автолестницы и именно автоцистерны для тушения пожара. Новая техника была поставлена в рамках программы по модернизации технического парка противопожарной службы Якутии. Приобрели за счет средств бюджета и по программам лизинга. Нашей государственной противопожарной службе передалась техника на сумму более 570 миллионов. Это более 50 единиц техники за все эти годы. И сегодня мы, по сути, заканчивая эту программу трехлетнюю, мы уже передаем крайнюю технику на сумму где-то 90 с лишним миллионов. И при этом востребованность данной техники, в целом противопожарной техники, она есть. Мы эту программу будем продолжать. Как известно, на пожаре счет всегда идет на минуты. А благодаря новой программе пожарные подразделения могут прибывать на место происшествия гораздо быстрее и эффективнее бороться с огнем. Александр Хавренко, Станислав Потапов, Якутск. Лесные пожары все чаще становятся причиной появления хищников в населенных пунктах региона. В Ленском районе вынесено решение на регулирование численности бурых медведей, создающих угрозу жизни и здоровью населения. Одного из медведей, забредших в Ленск, ликвидировали. Сейчас ведутся поиски второго. О них подробнее расскажут наши коллеги. Девочки, у нас медведь. Медведь! Вот этот большой бурый медведь целую неделю обитал на территории тубдиспансера. Пациенты запечатлели Косолапова на камеру телефона. Женщина была удивлена незваным гостем. Бежала вслед, чтобы успеть заснять. Вон он идет.
Медведь всю неделю своего пребывания питался с мусорных баков медицинского учреждения. Также находил остатки пищи у неподалеку расположенного кафе. По словам представителей охраны природы, курьезных случаев не произошло, потому что животное было сыто. Несколько дней медведя выслеживали охотники. Вчера он был ликвидирован. Медведя, который находился на тубдиспансере, мы добыли совместно с усилиями ЕДДС Ленинского района. Дежурная часть – это наряд ДПС. Отработали мы и, конечно же, наши охотники. Участок был очень сложный, так как медведь ходил в жилой зоне. Там могли ходить люди, дети, соответственно, домашние животные. Пришлось его сначала выгнать за территорию, что, сами знаете, медведь – животное опасное. С этой задачей мы справились. И это не единичный случай. Еще один медведь прижился у лесопилки, расположенной у микрорайона Северный. Этот медведь истощен, предположительно болен. Его однозначно надо ликвидировать до осени, чтобы он не нагуляет жир, так и будет ходить до глубокой зимы. Вчера поступило сообщение от дачников. Еще один косолапый обнаружен в районе дачных садоводств. Сегодня Комитет охраны природы ведет там патрулирование. На данный момент агрессия от медведей не замечена. Но все же жителям стоит быть внимательнее и соблюдать меры осторожности. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. В Якутске завершилась акция «Сдай ружье на СВО». Более 70 граждан из столицы и других районов принесли свои личные охотничьи ружья для отправки на специальную военную операцию. Дробовое оружие является одним из самых эффективных способов борьбы с дронами. За время проведения акции население пожертвовало более 100 охотничьих ружей. Отметим, что в Госдуме рассматривают законопроект, по которому на специальную военную операцию могут быть передано изъятое у населения гражданское охотничье оружие. Акция является в стране первая, мы первопроходцы. Это касаемо правовых вопросов и определенных характеристик, да? И поэтому наша акция нашла распространение тоже в других регионах. ЦИК Компартии это тоже получила акция нашу положительную и довольно-таки хорошую поддержку. Поэтому в других регионах уже тоже проводят данные такие подобные мероприятия по сбору дробового оружия для нужд СВО. Вся страна поддерживает бойцов в зоне спецоперации. В Якутии продолжается пошив одежды для участников СВО. Так, провели конкурс. Всего приняли участие 9 команд из районов, в том числе из Намского, Кобейского и Среднеколымского улусов. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Своими умелыми руками, вкладывая душу и талант, мастерицы из разных районов республики приступили к пошиву комплектов одежды. Швеи краят шапки, куртки, футболки, штаны и шорты. Всего должно получиться свыше 1000 штук, а это 7 комплектов одежды на одну команду. Сейчас мы шьем тактический костюм, так, шляпы шьем, костюмы, карманы шьем, деталей много. Костюмы очень сложные. Как-то мы справляемся с этим делом. Работы много, однако все они прострочили не один десяток изделий. Среди участников конкурса как те, кто не раз принимал участие, так и те, кто здесь впервые. Многие из них готовились к конкурсу заранее. Приехали по зову сердца. Помогли нам сформировать команду, наши земляки. Команду мы собирали где-то 2 недели. Мы ранее посылки делали, наши по организациям делали, отправляли по муниципальным наслегам. Целью конкурса является поднятие патриотического духа, содействие в поддержке участников СВО, а также стимулирование добровольческого движения швей республики. Из-под рук и иглы швеи могут выходить разные изделия. Эти мастерицы привыкли работать с кожей, мехом и самыми разными материалами. Мы работаем с мехом, работаем с кожей, делаем сувениры, обувь шьем. И в команде у нас собраны такие швеи. Слышали, что есть волонтерская группа, но что именно проводятся такие республиканские масштабные конкурсы, мы первый раз принимаем участие и рады. Качество готового изделия оценивается по правильному расположению деталей, влажно-тепловой обработке, количеству комплектов и соблюдению порядка на рабочем месте. Итоги конкурса будут известны 11 июля. Все изготовленные комплекты будут отправлены в зону проведения спецоперации. Даяна Федорова, Дина Степанова, Семен Семенов, Якутск.
Продолжается прием документов в средние профессиональные учебные заведения. В этом году выделено более 6700 бюджетных мест. Уже подано 3500 заявлений. Половина из них от выпускников 9 классов. Самыми востребованными учебными заведениями считаются медицинские и педагогические колледжи. На одно место от абитуриентов поступает 10 заявлений. Кстати, в этом году при поступлении в СПО отмечается ряд нововведений. Да, новое понятие появилось – целевое обучение. На сайте Труд7 работодатели подают заявки на обучение. Там, допустим, они хотят, чтобы у них работал специалист с средним профобразованием. Да? Дети выбирают оттуда, абитуриенты выбирают, в каком хотели бы работать учреждении, да, после окончания профобразования, и заключают договор. Ну а на завершающем этапе реконструкции скульптуру Ленина на площади в Якутске сняли с постамента. После монтажа плит облицовки памятник будет возвращен на свое место. Затем реставраторы продолжат устранение мелких дефектов и полировку гранитных плит. Напомним, реконструкция памятника стала необходимой из-за износа материалов и повреждения от погодных условий. После завершения реконструкции пьедестала и скульптуры Ленина начнется благоустройство прилегающей к памятнику территории. Также в Якутске продолжается масштабное строительство объектов микрорайона Звездный и арктического центра эпоса и искусств. В новом районе города возводят и объекты социнфраструктуры. Центр эпоса объединит в себе множество функций. Строительство новых объектов проверил глава Республики Айсен Николаев. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Грандиозную стройку арктического центра эпоса и искусств посетил глава Якутии. В настоящее время на объекте завершены бетонные работы, началась прокладка инженерных сетей и коммуникаций. В здании будут располагаться филармония Якутии, театр Аланхо и Саха-академический театр имени Платона Аюнского. В двух залах смогут разместиться свыше 1500 зрителей. Кроме этого, в центре предусмотрено пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая площадь здания 33 тысячи квадратных метров. Площадь рекреационной зоны 15 400 квадратных метров. Объект строится по абсолютно такому оригинальному, интересному проекту. Конечно же, есть вопросы. Здесь, как всегда бывает при такой большой стройке, мы попросили ускориться по ряду направлений для того, чтобы, безусловно, уже в следующем году наш этот знаковый объект для культуры республики начал уже свою работу. Следующей точкой осмотра стал новый микрорайон Звездный. Буквально в ближайшее время ожидается ввод новых 4 домов в секторе С. До конца года планируется сдача еще одного многоквартирного дома. Новые дома переселят жильцов, проживающих в аварийном фонде. Все квартиры оснащены всем необходимым, начиная от линолеума на полах, заканчивая сантехникой. Помимо объектов, которые у нас строятся жилье, в этом квартале у нас сейчас ведется стройка школы на 990 мест. То есть она, если будете проезжать и увидите, детского сада на 315 мест. И также мы еще планируем начать строительство поликлиники на 600 посещений. Это все будет в данном микрорайоне. И, соответственно, когда люди заселятся в жилые дома, в следующем году они смогут, соответственно, своих детей уже повезти в детские сады, школы в шаговой доступности от домов, в которые они заселятся. Ход строительства пристроя школы 29 в Якутске также проверил Айсен Николаев. Новое здание рассчитано на 350 посещений в смену. Трехэтажный объект будет включать в себя блоки учебных и медицинских кабинетов, помещений для уроков по технологии и трудовому обучению, компьютерных классов. Также планируется размещение кабинета психолога, актового, спортивного и обеденного залов. Не забыли и помещения по художественному воспитанию. Здесь впервые у нас в городе введена такая интересное новшество, которое позволяет как раз решить проблему стесненности, когда малые архитектурные формы, определенные спортивные площадки располагаются как раз на уже кровле здания. И это отвечает всем требованиям современным. Объект должен быть завершен до конца года, и это, конечно же, позволит одной из таких наших больших центральных школ, где сегодня учатся порядка 1300 детей, получить уже современное здание и новые возможности для обучения детей. Строительство всех объектов, посещенное Айсеном Николаевым, ведется в соответствии с графиком. Глава Якутии поручил ускорить темпы работы в отношении арктического центра эпоса и искусств для скорого заезда филармонии и театров в новое просторное здание. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск.
Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это Якутия день за днем. Мы продолжаем. Глава республики принял участие в торжественном открытии памятника строителей БАМа в городе Тынде. Монумент стал подарком от РЖД к 50-летнему юбилею магистрали. Скульптура появилась в Тынде благодаря конкурсу на проектирование лучшей концепции мемориала создателям Байкало-Амурской магистрали. Жюри приняло решение использовать идеи всех финалистов, которые продолжили работу над проектами. Также в 50-летний юбилей БАМа в Тынде состоялась символическая стыковка железнодорожных составов. Но как отметили праздник в Южной Якутии, в материале наших нерюнгринских коллег. БАМ протяженностью более 4300 километров является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Строительство БАМа дало мощнейший толчок развитию многих городов и регионов, в том числе и Южной Якутии. В июне этого года заключили договор побратимства с городом Тында. Глава Тынды пригласил нашу делегацию городской администрации на 50-летие БАМа. Мы прошли в колонне, мы прошли с участниками всего этого БАМовского движения. Это действительно такое большое, такое всероссийское событие. Я всем БАМовцам желаю здоровья, всем БАМовцам желаю счастья. Действительно, благодаря БАМу мы живем на территории города Нерюнгри, действительно территория города Нерюнгри развивается. За последние 10 лет провозная способность БАМа увеличилась в 3 раза. Благодаря модернизации восточного полигона она вырастет еще во столько же, что благоприятно скажется на дальнейшем социально-экономическом развитии республики. Сейчас именно мы убеждаемся, что это действительно было принято правильное решение, своевременное. На сегодняшний день уже, как вы знаете, подходит к завершению этап строительства БАМ-2. Это необходимо нам для увеличения пропускных, провозных способностей. То есть объем груза, который идет с потоком с Южной Якутии, с центральных районов России в порты Дальнего Востока, он только все увеличивается и увеличивается. И на сегодняшний день, скажу больше, уже существует проект, и он уже утвержден, БАМ-3. Торжественные события, посвященные юбилею БАМа, с размахом проходили весь год в разных уголках России. Проводились шествия ветеранов БАМа, бойцов стройотрядов и парады техники, которая была задействована при строительстве магистрали. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Первенец золотодобывающей промышленности Якутии город Алдан готовится к столетнему юбилею отрасли. Празднование приурочили ко Дню металлурга, а основной упор организаторы делают на чествовании ветеранов золотой промышленности. Подробности у Руслана Павлова. 24-й год проходит под эгидой столетия золотодобывающей промышленности Якутии. Век тому назад правительство молодой Советской Республики организовало на алданских приисках Якутский государственный золотодобывающий трест «Як-золото», который почти сразу переименовали в «Алдан-золото». Вскоре, благодаря богатым алданским месторождениям, быстро выросла развивающаяся промышленность, что в свою очередь привело к появлению промышленного рабочего класса в Якутии. Конечно же, золотодобывающая промышленность Якутии сыграла исключительную роль в развитии не только промышленности, но и в целом в социально-экономическом развитии Якутии и советского периода. И сегодня сохраняет свое крайне важное значение. Достаточно сказать, что по итогам 2023 года Якутия добыла свыше 50 тонн золота. Это второй результат в стране. Золотодобычу в Якутии ведут более 50 предприятий разных форм собственности. Однако лишь 10 из них обеспечивают основной годовой объем добычи. В их числе и алданские предприятия, которые по производству золота вновь в лидерах среди отраслевых компаний республики. Это ли не главный подарок ветеранам отрасли к ее юбилею? Да, 19 и 20 числа запланированы эти мероприятия. Это и чествование ветеранов золотодобывающих предприятий, которые большое время проработали в этих организациях. Это будут и торжественные, и праздничные мероприятия на территории культурно-этнографического комплекса Саваки. Современные технологии и свежие управленческие решения открывают перед золотодобывающей отраслью новые горизонты. По расчетам специалистов, ежегодный объем добычи золота в России к 2030 году достигнет 600 тонн. Несложно предположить долю Якутии в этих цифрах при динамичном развитии отрасли. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.
8 июля, в День семьи, любви и верности, в Якутске отметили массовым парадом. В шествии приняли участие семейные пары в свадебных нарядах, многодетные и приемные семьи, золотые семейные пары, национальные общины, общественные организации и трудовые коллективы. А изюминкой мероприятия стал парад колясок. Семьи прошли с маленькими детьми и украшенными колясками. Маршрут парада организовали по улице Кирова, от территории цирка до Комсомольской площади. В течение года мы проводим год семьи. И этот год семьи, он направлен на укрепление семейных ценностей, в первую очередь на укрепление института семьи, на повышение статуса семей с детьми, на поддержку наших семей с детьми. И вот этот день, День любви, семьи и верности, один из самых значимых мероприятий, которые мы проводим не только в городе, но и в целом по стране. На пресс-конференции подведены итоги 8-х игр «Дети Азии». В этом году Якутск принял 24 страны мира. Частью игр стали 30 команд, 6 из которых приехали из регионов России, а 2 команды спортсменов из Якутии. В общекомандном зачете первое место заняла сборная Узбекистана, второе место – Сибирский федеральный округ и третье место заняла Республика Беларусь. Всего разыграно 239 комплектов медалей. Для гостей и жителей города организованы 13 концертов и 4 шоу. Эти игры на самом деле на сегодняшний день являются действительно самыми масштабными на территории Российской Федерации в сфере детско-юношеского спорта и единственным на этот год. Кроме того, игры «Дети Азии» – это комплексное мероприятие, которое охватывает практически все сферы жизнедеятельности. На сегодняшний день мы знаем, что Международным комитетом игр «Дети Азии» принимаются заявки от стран и регионов, желающих провести зимние игры и летние игры. Также завершилась международная выставка «Форум Россия». Масштабная экспозиция длилась 8 месяцев. В павильоне ВДНХ были представлены все 89 регионов страны, а также крупнейшие госкорпорации. Якутский стенд в общей сложности посетили 2 миллиона человек. Также он вошел в топ лучших по итогам интернет-голосования, рассказывает Максим Карадозов. Уверен, у миллионов жителей нашей страны есть подобные фотографии. Ведь выставка «Россия» стала главным местом притяжения в нашей стране. В течение 8 месяцев здесь непрерывно проходили различные концерты, мероприятия, фестивали. А самое главное, отсюда можно было отправиться в невероятное путешествие по всем регионам нашей необъятной Родины. На протяжении всего времени работы с ноября прошлого года с главными достижениями страны познакомились 18 миллионов человек. Выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты. И финальная точка этого праздника тоже получилась яркая и массовая. Сотни тысяч пришли попрощаться с форумом и насладиться концертом. Каждый день на выставке работали сотни людей. Это сотрудники дирекции, представители регионов и федеральных органов власти, волонтеры и экскурсоводы. Важность их труда подчеркнул президент. Владимир Путин тоже приехал на выставку в последний день ее работы. Нам есть что показать и есть чем гордиться. Но это не все. Важно красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось. Вам большое спасибо. Спасибо большое. Стенд нашей республики пользовался большой популярностью. Его гостями стали 2 миллиона человек. Каждый день здесь проводились различные мероприятия. Мастер-классы, концерты, презентации. По итогам интернет-голосования Якутия попала в топ-15 самых популярных регионов. Конечно же, это большая заслуга наших стендистов, которые каждый день рассказывали посетителям о нашей республике, рассказывали о наших достижениях, о нашей культуре, просвещали всех посетителей, проводили обряды Алгыс. И вот наши посетители голосовали за наш стенд, и именно на нашем стенде мы набирали голоса. Это, мне кажется, очень ценно для нас. На якутском стенде работали 8 человек. Альбину Пермякову коллеги называли хозяюшкой нашего Тюильге. Ее рассказами о земле народа Саха можно заслушаться. И неудивительно, она филолог по образованию. Долгие годы работала на телевидении, а сегодня занимается народными промыслами. Якутская культура мне очень интересна, что из себя представляет наши
традиции, обряды. На выставке я с удовольствием рассказываю про наше Аланхо, про якутские места силы, про туризм. Самое благоприятное время, когда посетить Якутию. Это самый распространенный вопрос. Выставка завершилась, но ее наследие будет сохранено. По распоряжению президента в Москве на территории экспоцентра будет создан Национальный центр «Россия». Там планируется продолжить показывать достижения и знакомить с многообразием нашей страны. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Такое увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.